При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Давно это было? Да и было ли? Может быть, красивая легенда о Алтынае родилась темной звездной ночью в голове бедного табунщика, коротавшего ночи под вершиной Кызымшек. Может быть, всего лишь форма двух горных пиков, немного напоминающих девичью грудь, дала волю его поэтическому воображению. А может быть, это отголоски реальной любовно-политической драмы, некогда нарушившей покой мирной жизни албанов среди густых еловых лесов верховья Чилика. Когда администрация Национального природного парка Кольцай-Кольдыри предложила нам участвовать в плановом учете копытных в районе горной группы Кызымшек, мы с радостью согласились. Места на самом деле легендарные. Сборы заняли некоторое время, поэтому мы сумели выехать только в полдень. От Алматы до поселка Саты, где находится администрация парка, около 300 километров. Мы въехали в поселок Саты. Отсюда от Алматы 300 километров. Новая дорога. Сейчас нам нужно найти поворот на поселок Курмиты, 12 километрах от Саты. Там нас ждет охотовед национального парка Максат. Мы его будем искать. Дорога заняла около 4 часов. Уже за поселком Джаланаш мы вместе с ароматом альпийских лугов и пряным запахом горно-хвойного леса почувствовали неповторимый колорит здешних мест. Здесь все пропитано историей, как будто время замедлилось. Бревенчатые срубы, сверкающие насыщенной зеленью Джайляу, и горные леса, полные тайн и легенд. Долина Чилика – это земля рода Албан. Непроходимые горные кручи Кунгей-Алатау давали албанам не только тучные пастбища, леса полные зверей и реки богатые рыбой, но и защиту от жадных до чужих стад недругов. Армии завоевателей проходили по предгорным долинам, поближе к караван-сараям и средневековым городам, давая возможность жителям верховья Чилика из века в век мирно пасти свои стада, охотиться и слагать песни, полные любви к своему благословенному краю. Казахские албаны жили на южных склонах Кунгей, а племена кыргызов – Бугу на Терскей. Так назывались северные склоны Алатау. Горцы иногда тревожили друг друга барымтой, то здесь, то там иногда вспыхивали бытовые конфликты, которые могли закончиться небольшой потасовкой. Но в целом большой войны между двумя соседними народами не было. В конторе национального парка нас ждало неприятное известие. Учетная группа не стала дожидаться нас и рано утром выехала на маршрут. Дежурный дал нам контакт охотоведа Каната и проводника Максата, которых мы должны найти в поселке Курмиты. Для этого нужно было поехать по дороге в сторону Кульцайских озер, на въезде в ущелье свернуть направо. Мы нашли Курмиты засветло. Это уже полдела сделано. Может быть, мы их еще успеем догнать. Название Курмиты вновь отослало нас к древней легенде о красавице Алтынай. Однажды курмитинский бий Урбатайр впервые вывез на байгу свою красавицу дочь Алтынай. Там ее случайно увидел старый Барамбай, монах рода Бугу.
Старик влюбился в красавицу без памяти и тотчас попросил Урбатайра руки его дочери. Расчетливый Урбатайр решил породниться с богатеем Барамбаем. Манап-Бугу был очень богатым и влиятельным человеком своего времени. Под его началом находилось более 10 тысяч юрт. Его стада паслись от Иссык-Куля до пика Хантенгри. Но красавицу Алтынай эти заманчивые финансовые перспективы брака по расчету впечатлили меньше, чем ее отца, так как у нее уже был жених, охотник Багашар, самый лихой наездник в долине Чилика. Узнав о решении Урбатайра выдать дочь за богатого старика, Багашар ворвался в юрту Алтынай, раскидал охрану, посадил красавицу на лихого коня и увез в самое глухое ущелье хребта Кетмень. Разгневанный Барамбай, пообещав забрать Алтынай силой, в сердцах покинул празднество и ускакал в сарыджасские сырты собирать дружину, а раздосадованный Урбатайр вынужден был готовиться к обороне, но слишком неравны были силы. Барамбай собрал более 1000 всадников, а Курмиттинский бий смог вооружить лишь 2 десятка своих пастухов. Чтобы избежать кровопролития, Алтынай объявила, что она дала клятву вечному небу оставаться девственницей и бросилась вниз с крутого уступа. С тех пор эта горная гряда с 2 острыми вершинами, напоминающими девичью грудь, называется Кызымщек. Ребята уже уехали, но мы сейчас уже договорились насчет лошадей, арендуем лошадей и будем их пытаться догонять завтра. В поселке Курмитты мы не без труда сумели арендовать лошадей и договориться с проводником, инспектором национального парка Максатом. Когда наконец загрузили лошадей, уже смеркалось. Ночью ездить по горным тропам не рекомендуется, но для нас это был единственный шанс догнать учетную группу. Поэтому мы положились на знания Максата. Верный друг всех ночных путешественников, Луна, освещала наш путь. С непривычки 5 часов ночной езды показались нам вечностью, и часам к 12 ночи с превеликим удовольствием легли спать под елкой на берегу реки Талды. Главная цель нашей экспедиции – это учет диких животных. В летнее время копытных можно увидеть рано утром и поздно вечером. Они активны с рассвета до 7-8 часов утра и после 8 вечера. Поэтому встаем мы в 3:30 утра. 4 часа сна – это недостаточно при такой интенсивной работе, но азарт заставляет нас проснуться. Вот мы замечаем первых моралов. В основном это самки. Молодняк уже подрос. Сигалетки достигли примерно половины размера взрослой особи. Для каждого вида животных существует своя методика учета. Мы применяем самую простую. Мы двигаемся вдоль ущелья и визуально осматриваем в бинокль все склоны. Потом мы умножаем замеренную по GPS длину маршрута на ширину видимой полосы и получаем площадь учетного участка. Вообще, согласно нашей конституции, дикие животные находятся в исключительной собственности государства. Поэтому учитывать свою собственность должно государство. Но государство делегирует эту обязанность различным субъектам охотхозяйственной деятельности. В нашем случае охотпользователь – это государственный национальный природный парк. Мы продвигались по следам учетной группы в сторону горной группы Кызымчек до обеда, но так и не догнали ребят, они, видимо, двигались быстро. После обеда мы уже на высоте 2800. Это верхняя граница пояса хвойного леса. Выше начинается зона альпийских лесов, а потом невальная зона. Так называется высотный пояс вечных снегов и камней. Довольно много овода. Гигантские насекомые атакуют нас, как мессершмитты. Козероги в это время спасаются от кровососущих насекомых в верхнем поясе гор. Вот мы видим группу козерогов на высоте 3400 метров. Удивительно, чем они там питаются. Выше только мхи или шайники. Но козероги спускаются на альпийские луга ночью, когда нет овода. Мы видим, что следы учетной группы уходят на перевал в ущелье Кокбулак. Мы следуем за ними и на перевальном взлете отказываемся от идеи преследовать группу. Во-первых, раз уж поднялись сюда, нам нужно поснимать животных. А во-вторых, с юга наползает тяжелая туча.
Мы выбираем ровную площадку и ставим лагерь. Ночевать будем здесь. После 7 вечера на альпийские луга спускаются со скал несколько групп козерогов. Самка с 2 сигалетками передвигается по склону в нашу сторону, пока не подходит к нам метров на 40. Ветер дует от нее к нам. Если бы было наоборот, она бы учуяла нас с расстояния в 700 метров. По склону движется какое-то черное пятно. Ловим в окуляр медведь. Здоровенный черный медведь. В наших горах обитают краснокнижные тяньшаньские медведи, которых называют белокоготными. Они существенно меньше сибирских медведей, но этот, пожалуй, не уступает в размерах своим сибирским собратьям. Траверсом в сторону козерогов движется волк. Мы его едва видим, расстояние метров 600. Нечего и думать, чтобы подойти к нему ближе. Серый перемещается по склону очень быстро и вот скрывается за гребнем. Вечерний учет закончен, и мы возвращаемся к лагерю. После импровизированного ужина забираемся в палатки и мгновенно засыпаем. Но вскоре лошади начинают тревожно ржать и рваться с привязи. Вставать неохота, но если кони порвут путы и убегут, мы окажемся в тяжелой ситуации. Встаем. Какая-то тень мелькнула и скрылась. Освещаем фонариком и видим, как среди хвои мелькают 2 огонька. Похоже, у нас гости. Среди веток замечаем пятнистую кошачью морду. Похоже, она не знакома с фонариком и думает, что надежно спряталась. Минут 5 мы играем в гляделки. И в конце концов рысь первая решает, что с нее довольна, и прыжком метнулась за скалу. Сон как рукой сняло. Разжигаем костер и ставим чайник с чаем. Утром встаем в 4 часа утра и отправляемся на наблюдательные точки учитывать животных. На этот раз на поляну выходит молодой морал. Некоторое время не замечает нас, потом вдруг порыв ветра доносит до него запах, и он с видимым беспокойством начинает вглядываться в нашу сторону. К сожалению, сроки поджимают, и нам нужно поворачивать назад. Обратная дорога до Курмиты займет целый день. К вечеру нам нужно быть у машины, чтобы на следующий день попасть в город. Спускаясь по гребню Кызымщек, наткнулись на пещеру. В ней прятались от дневного зноя десяток кекликов. Птицы нервничали, но, видимо, взлетать не собирались. Не стали их пугать. Вообще в этом году в выводках кекликов в среднем вдвое больше птенцов, чем в прошлом году. Такая повышенная продуктивность связана, по-видимому, с хорошей вегетацией бобовых. Также отличный урожай дикорастущих плодовых деревьев и кустарников тоже благоприятный фактор для увеличения поголовья кекликов и тетеревов. Умные лошади вниз бегут гораздо охотнее, чем вверх. По мере приближения к поселку их темп нарастает. Они понимают, что впереди их ждет заслуженный отдых. Кое-где в лесу попадаются чибанские стоянки и стада скота. В Казахстане лес занимает 4% от площади республики. Из них на долю горных лесов приходится 0,5%. Горные леса наиболее уязвимы. Поэтому правительство Казахстана приняло ряд нормативных актов, ограничивающих выпас скота в горных лесах. Работникам лесного и охотничьего хозяйства разрешается содержать для личных нужд 1-2 головы скота, но товарное отгонное животноводство в горных лесах запрещено. К сожалению, эти запреты не везде соблюдаются. Обратная дорога заняла у нас около 8 часов. И мы засветло успели вернуться в город. Наша экспресс-экспедиция заняла всего 2 суток, но за небольшой промежуток времени мы успели увидеть много диких животных.